Национальной идеи не существует вообще. Но мы живем в мире наций. Понимаете? У нас там крыша над головой должна быть национальнее, чем у этого человека в Германии. Она воду не должна пропускать, правда? Да гэтага мы и так идем. Без разных там идей. Так я скажу, что национальной идеи не существует. Это миф, который придумали. Может быть, кто-то может сказать, да. Это все правильно, что он сказал. Просто нужно уточнить. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». І мы працягваем распрацоўваць, агучваць, фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. У студыі для вас працуюць Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук і наш сённяшні адмысловы госцік, незалежны медыакансультант, як ён попрасіў себе назваць, рэжысёр Владимир Максимков. Добрый день, Володя. Добрый день. Володя, такая вот тема нацыянальная ідэя, але вот... Ну, я разумею, там, калі там до нас прыходзяць філосафы, там, пісьменнікі, якія, можа быць, сапраўды ім там по статусе положено там сесці вот так вот в эту роденовскую такую позу. А тут пришел грязный шоу-бизнес обсуждать национальную идею, да? Ну, как бы и думают, дай-ка я подумаю про национальную идею. А вот ты вот, там, человек шоу-бизнеса, медиаконсультант, за панибрата там с усими нашими поп-зорками. Вот ты хоть раз задумывался ввогуле там про национальную идею? Ну, во-первых, вот после того, что ты сказал, я задумался, почему я за панибрата с зорками, а не за панибрата с философами. Надо о себе, наверное, подумать. Это да, это... Да. А во-вторых, я, может быть, скажу вообще категорически крамольную вещь, которая прекратит дискуссию сразу. Национальной идеи не существует вообще. Ее не существует только в Беларуси? Нет, вообще. Вообще? Это миф, который придумывают себе люди, не нашедшие себя в этой жизни. Я так сформулирую. Чекай, ну вот коли вот в интернет заглядеть, ты ж в интернете як рыба в воде, вот открываешь Википедию, там забиваешь там национальная идея, и тебе выдае там сотню формулёвок. Что такое национальная так, идея? Может быть, там... это лишнее доказательство, когда сотни формулировок, это говорит о том, что предмет дискуссии, он такой абстрактный. Вот со старожитных часов люди, философы, там разные Сократы... Секундочку, давайте не путать старожитные часы и механически не переносить это на современный мир. Ну и зараз, что... вон, нават администрация кіраўніка Беларуси давала загад адмысловай сацыялагічнай службе распрацаваць им национальную идею Беларуси. Ну хорошо, кто-нибудь может, вот кто-нибудь простыми словами, без этих Википедия и философом, простыми словами сказать мне, что такое национальная идея? Это мы вот тебе для этого и запросили. Предмет обсуждения. Так я скажу, что национальной идеи не существует, это миф, который придумали. Может быть, кто-то может сказать, да. Так, вот это все правильно, что он сказал? Просто нужно уточнить. Тут есть такой великий болгарский политолог, живой, Иван Крастев. У него недавно выходила книжка. Книжка называется «После Европы». Мы на нее тут часто ссылаемся, ну, просто потому что нам не нравится. И у Ивана Крастева есть такое наблюдение. Поскольку он болгарин, преподает в Будапеште, постоянно ездит по Европе. И он говорит так. Значит, сейчас в Европе есть две общности. Люди, которые живут где захотят. То есть люди, которые живут везде. И есть люди, которые живут только здесь. То есть он говорит, я Иван Крастев, я успешный политолог, он на самом деле невероятно успешный. Поэтому я живу в одном обществе, в другом обществе, в третьем обществе. Я живу, в общем-то, в аэропортах, в аэропортах, в гостиницах на 5 звезд. Я общаюсь с успешными людьми. Я знаю несколько языков. И, разумеется, болгарский, разумеется, английский, разумеется, немецкий, немного по-французски. Да? И он говорит, я затрудняюсь сказать, кто я. Ну, когда меня спрашивают, ну, скорее всего, я, наверное, просто европеец. Ну, вот потому что вот эта часть земли, она мне как-то вот сердце греет. Но, в общем, это как бы эта связь, она такая вот, как с девушкой, которую, в общем-то, наверное, любишь, но если год не увидишь, то... Ну, мне очень близка и понятна эта позиция. Так. Я ремарку и дальше. Ремарка какая? Я то же самое могу сказать про себя. Я по национальности русский, родился в Германии, учился в Польше, любимая моя страна Франция, живу я в Беларуси. Какая к черту у меня национальная идея? Вот именно. Но он говорит, к сожалению... Да, и был расчет, когда Евросоюз создавали, расчет был на то, что все европейцы, вот все 500 миллиарда человек, которые там оказались, в какой-то степени будут жить так. Несколько языков. Вот. Тут недавно попал я в Германию и попал в
возле Кёльна небольшой городок такой. И это у меня было ощущение, что это же Европа, значит, все здесь знают хотя бы 2 языка, причем там недалеко Бельгия. Вот. Они не знали английского, объявления были строго по-немецки, причем, как мне потом объяснили, с каким-то местным акцентом. Вот. И с точки зрения Крастева, Ивана Крастева, эти люди живут только здесь. Их успех, он жестко привязан вот к этому конкретному миру, в котором они обитают. И вот для них существует национальная идея. Да? Вот, и он говорит, что, понимаете, вот устраивать... И мы, люди, которые как будто бы у нас нет идей, да, мы порхаем по миру. Окей. И там он еще очень важная вещь сказал. Мы порхаем по миру, перемещаемся между землями, да, там Бавария, Словения, там Бретонь, но мы перемещаемся между землями, на которых живут люди, которые только здесь, и мы, в принципе, зависим от них. Вот если они ведут себя правильно, хорошо, если они разумны, если они... Да, у них успех, там, если мерить его, там, не очень высокий, да, там, среднего уровня, может быть, чуть ниже. Но вот от них и зависит этот мир, по которому можем порхать мы. И вот их мир... Да, вот этот мир людей, которые только здесь и больше нигде, он и нуждается в национальной идее, он ее и порождает. Совсем согласен. Итак, какова национальная идея для человека, который не порхает? Тогда мы должны сейчас выяснять не национальная идея, а национальная идея, значит, с чем себя идентифицируют, с какой общностью. Да? Люди, которые сидят в бизнес-лаунже в аэропорте Хитроу. Там же вот если заходишь, там как бы вот сразу... человек 50 разных национальностей, саудовцы, палестинцы. Мне хочется понять, подождите, смотрите. Это все-таки, в моем понимании, разные категории. Человек, который никуда не перемещается, его успех зависит от того, что он живет на одном месте и даже говорит только на одном языке, и никуда вообще, и все его мысли вокруг его собственного клочка земли, все может быть как-то связано с национальной идеей. Национальная идея – это про общность. Вот. Мы пока говорили экономические категории, вы говорили. Его успех на этом клочке земли – это экономическая категория. Причем тут национальная идея? У него национальная идея простая. У него должна быть крыша над головой, он должен быть сыт, у него должны быть дети, свой забор не покосившийся, счастливая семья и так далее. Как это связано с национальной идеей? Потому что мы живем в мире наций. Понимаете? Так видите, все формулировки упираются в то, что все люди хотят одного и того же, но почему-то мы хотим выделить какую-то национальную идею. У нас что там, скажем, земля более другая там, или у нас там крыша над головой должна быть национальнее, чем у этого человека в Германии. Она воду не должна пропускать, правда? Как это связано с национальностью? Пускай мне кто-нибудь объяснит. Потому что это к специфике людей. Да? Мы не живем поодиночке. Да, мы живем общностью. Да, и на сегодняшний день мы живем общностью человечества. Вот нет. Еще нет, но идем к этому. Вот общность, про которую говорил Иван Крастев, да, вы, давайте так. Да, на здоровье, да. Вы живете общностью человечества. Это в самом деле так. У вас есть Global English, глобальный английский, на котором вы... я не знаю английского. Тогда вы еще немного здесь живете. Я живу много где, я объездил полмира. Понимаете, вот просто должно быть, когда вы будете пить кофе с индусом и разговаривать на глобальном английском. Даже если я буду разговаривать с ним на пальцах. Подождите, тогда кого вы нам привели? Какого-то нигилиста. Нет, я просто, вы смотрите, формулировка сейчас... глобально это когда мы говорим по-английски. А я не разговариваю по-английски, но все равно чувствую себя частью человечества. Вы учите скоро, значит, никуда... Может, да, может и нет. Не обязательно, как выяснилось. Сейчас же переводчики есть. Нет, не поэтому. А как? Вопрос коммуникации, он не в язык упирается. Вот в чем дело. Добре. Владимир, все ж таки, мне вот цікаво, мы живем на территории Беларуси. Вот хоть мы и порхаем, там, вы там полмира объездили. Мы живем на территории современной Беларуси. Да, сучасной Беларуси. Потому что я сейчас вас закопаю просто территориями, национальностями. Да, не будем делить, там, Смоленск наш, Крым там, да. Там, кто в Смоленск сейчас русские или белорусы живут? А в Литве литовцы или белорусы? А здесь белорусы или литовцы? Добре, мы берем сучасную Беларусь, сучасныя яе межы, сучаснае грамадство, якое тут на гэтай тэрыторыі ў гэтых межах жыве, каб гэтая тэрыторыя, гэта грамадства неяк развівалася, неяк рухалася наперад. У яго ў гэтага грамадства павінна быць нейкая ідэя. Вот зараз тады апусцім слова нацыя і нацыянальная. А гэтая ідэя, якая будзе да нечага рухаць гэтых людзей, якія жывуць на гэтай тэрыторыі. Давайте даже так, не идея, а ощущение общности, да, вот.
общности, в данном случае, современной территории. Общность территории возникает? Есть, да, я не спорю. Общность территории возникает. Не все люди ездят. Есть люди, как вы совершенно верно сказали, общность, которая не то, что территория страны, общность ее – это только соседи, например. Угу. Ну, дальше соседей не ходил. Есть такие люди, я знаю. Я лично посещал деревни на нашей современной территории, в Полесье, где у них даже электричества нет. Они не то, что себя человечеством не чувствуют. Они чувствуют себя жителем только этого клочка земли. Угу. И языков не знают. И, кстати, говорят, что в мире происходит, тоже не знают. Если вы говорите о глобализации, она не такая, что все. Угу. Но мы же говорим о тенденциях, а не отдельно взятом человеке. Вы же сами говорите, общность вот, людей, проживающих на этой территории. Отдельно взятые примеры. Давайте мы вытащим меня, допустим, как крайний пример этого космополита, и вытащим как крайний пример человека, живущего на одном клочке земли. Угу. Но вот все, что в середине, это же общность какая-то. И мы сейчас говорим об этом. Они объединены территорией? Да, объединены. Множество людей объединены какими-то территориями. В основном объединены люди чем? Традициями? Да, разумеется. Культурой? Разумеется. Угу. Искусством? Да. Спорт сейчас очень хорошая история, так сказать, вот это самосознание поднимать. Да. Но еще раз скажите-ка, пожалуйста, мне, я видел это во Франции. Угу. Не происхождением они объединены. Во Франции люди объединены тем, что они вот сейчас проживают здесь и поддерживают или разделяют традицию и культуру вот этого вот места. Но это Франция так устроена. Множество стран сейчас так устроено. Ну, если вы приедете, попробуйте получить гражданство Эстонии, там будет не так. Сложнее, согласен. Да? Но мы сейчас тоже... Я сейчас не получение гражданства, а уже кто граждане. В данном случае граждане. Вот они живут там. Ну, да. Они являются гражданами. А в Израиле точно так же. Хорошая фраза. Гражданин. Это не национальность. В некоторых государствах. То есть, давайте так говорить не о национальной идее, а о гражданственной идее. Я согласен. Просто к чему говорю? Все хотели бы говорить о гражданской идее. Это вот, по моему опыту, все готовы говорить о том, что все государство составлено из граждан, а твое происхождение, твой язык, твоя вера – это твое частное дело, и оно не выходит за рамки твоего домохозяйства. Ну, как правило, все-таки мы же говорим, вы, если разделяете традицию и культуру, вы тут будете проживать. Если не разделяете, вряд ли вы там будете проживать. Ну, просто вход в некоторые общества. Да, вот некоторые общества так мобилизированы, так соединены друг с другом, да, что, в общем, гражданство там важно, но оно прочно привязано к происхождению. Вот если я захочу стать гражданином Эстонии, меня... Страны по странам. Есть по крови, есть по территории. Ну, вот, да. Гражданин США по территории, а гражданин Германии по крови. Да. Ну, тут каждый выбирает, пока еще каждый выбирает, как умеет, что называется. Просто вот давайте так, мы не договорили, вот, по поводу вот этих вот... космополитов, да? Космополиты, они... Давайте, вот, вы не знаете, но скоро выучите, я вам обещаю. Знают глобально... Ну, я знаю 500 слов. Вот. Знает, а это больше не надо, да? Global English, он так и устроен, да? 500 слов, 3 времени, там, 2 наклонения, и все. Этого тебе хватит для того, чтобы разобраться, прочитать в New York Times, да, найти общий язык в аэропорту. Я жил в племенах Эфиопии, не знал их местного языка, и мы все равно объяснялись. Ну, вот... Даже 500 слов не было. Даже одного не было общего слова. Вот, есть этот зазор. Да, и, в общем, как часто эти люди друг друга не понимают. Да, люди, которые живут только здесь, да, люди, которые приходится сталкиваться с проблемами вот такого вот местного характера, да, не очень понимают людей, которые вот перемещаются. Да, и наоборот. Поэтому, наверное, нужно будет поговорить о глобальных белорусах, вот космополитных белорусах, да, о том, как они насколько хорошо они себя чувствуют, ну, вот, среди вот этой новой общности людей, да, планетарного человечества. Ну, пока плохо. А почему? Ну, в большинстве случаев. Ну, потому что среднестатистическое сознание современного белоруса, оно отстает от, как я считаю, по моим меркам, от цивилизованно-передового сознания сегодняшнего мира. А почему? Ну, это мое мнение, разумеется, естественно. Ну, опять же, видите, кто в какую сторону смотрит. Угу. Я вижу в этом развитие, я вижу в объединении человечества развитие, а множество людей смотрит в разъединение. Ну, я разъединение не подразумеваю конфликтное, а вот это. Давайте-ка лучше разойдемся, и каждый у себя как-то. Ну, вот если по мне это позитивный вектор. Общее развитие человечества, взаимное проникновение, тем более, что, слушайте, мы никуда от этого не денемся. Но если, как вы говорили, в стародавние времена это так происходило, потому что перемещались пешком или максимум на лошади, и чтобы попасть откуда-то до куда-то, нужно было несколько поколений. Выходили одни люди, а приходили в другую страну уже другие люди вообще. То сейчас
переместиться из места в место, вы же понимаете. Еще чуть-чуть, и за 15 минут мы будем попадать в любое место. А еще немножко спустя мы будем колонизировать Луну и Марс. И мне вот интересно, как на Марсе мы будем определять национальные идеи. Ничего подобного. Колонизировать Луну будут россияне, и вас мы не возьмем. Не знаю, китайцы начали тоже. Но, опять же, сейчас речь не о том, кто умнее и лучше. Это, наверное, отдельная история, да. Но, по сути своей, я имею в виду, что мы выходим уже за пространство Земли даже. О какой национальности будет идти речь на Марсе? Вот мое замечание, и Змитера тоже, не мы, а вы, а мы продолжаем жить здесь. Да, среди старых огородов, среди наших кладбищ. Я хочу спросить, церквей. Какой у вас телефон среди старых огородов? У меня финский. Вот видите, то есть мы придумаем, мы двигаемся человечеством, мы придумываем все это, а вы этим пользуетесь. А если мы все не будем это придумывать? К сахе? Ну, имеем право, конечно. Ну, вот тут, пожалуйста. Но у нас навыки остались. Кто же вас насильно тянет? А кто сейчас вам мешает жить на хуторе с сахой? Никто. Никакая глобализация не может вам помешать это сделать. У меня такая, кстати, я глобалист, но, с другой стороны, точно так же скажу, моя голубая мечта. Была бы у меня возможность, ей-богу, купил бы остров и организовал там маленькую коммуну вне коммуникации со всем миром. Потому что это прикольно, это интересно. Смотрите, правильно я вас понял? Подведу некоторый итог. Да. Некоторый итог подведу. Правильно я вас понял? Ваше видение будущего Беларуси, оно примерно такое. Белорусы выучивают английский язык. Ну, то есть, язык, который принят по всей планете. Если там завтра будет китайский, значит, выучивают китайский. Это какой-то, да. Ну, какой-то глобальный язык, который понятен во всех университетах, там, условно говоря, университетах, во всех аэропортах всей планеты. Ну да, да? Скорее это будет 2 или 3 языка. Да. Получают дипломы, которые, опять же, принимаются всеми работодателями по всей планете. Да, и вот так, собственно, интегрируются в эту общность. Да, и, в общем, как-то вот так вот распыляется по всей планете, сохраняя какое-то ощущение себя, что мы белорусы. Ну да, потому что все равно традиции, культура, музыка, искусство и какие-то генетические там память, она все равно сохраняется. Да, и сохраняется вот эта территория, ну, как бы вот наша общая. Да. Ну, примерно, да. Сейчас атрымліваецца так, такое лепшае бачанне, там, ці можа быць, ну, я не знаю, такое касмічнае бачанне Беларусі будучыні, гэта вот такая тэрыторыя, яна захоўваецца як такое, ну, я не ведаю, гнездо, куда ты можешь вернуться. Наш родильный дом. Да, вот это про хутор, если говорить. Или там про остров, да, точно. Говоря. И все белорусы, которые по всей планете рассеяны, приезжают рожать сюда. Потому что здесь шумят Беловежская пуща. Скорее всего, рожать поедут туда, где лучше роды принимают. Не, вот здесь будет, вот, как бы, куда стратегически нужно выстраивать направление Беларуси, выстраивать большие роддома классные, ну, как в Америке, как в Израиле, и ждать, что, в общем, глобальные белорусы, как евреи, рассеянные по всей земле. Тут такая история, родить-то где угодно можно. Вопрос, потянет ли на этот хутор там ваших детей. Не, ну, если мы говорим об идентичности, да, то вот как бы вот ты белорус, ты встретил там свою вторую половину в Новой Зеландии, потом у вас контракт в Пекине, потом у вас контракт в Канаде, вы зачали ребенка, где рожать? Ну, прилетаете там, за 2 месяца до родов сюда, здесь шумят леса, льется белорусская речь. Рождаете... И ваш, да, хорошая больница с качественным обслуживанием. Все, нет вопросов. Вот, рождаете ребенка, вот в этих вот, заворачиваете его в ручничок, омываете, месяц, 1,5-2 живете здесь, а потом опять улетаете по всей планете. Если не... Да, на Марс. Если на Марс, не принимать это как буквально, обязательно завернуть в ручничок. Ручничок, я понимаю, в кавычках. Если родится маленький белорусик, будем говорить сейчас так, речь идет о том, что ему можно и нужно, наверное, передавать, опять же, элементы культуры, элементы традиции, там, сказки, музыку, искусство, спорт, в конце концов. Если даже этот белорусик потом будет работать на Марсе, болеть он будет за хоккейную команду своей страны. Ну да. Вот в чем, как бы, в этом я понимаю идентичность. А опять же, не местоположение. Ну так вот, это вот мы об этом и говорили, Дмитрий, собственно, и задавал вам этот вопрос о национальной идее, потому что она была, да, там вот в XIX веке, весна народов, 1948 год, там словенцы восстают, чехи восстают. Они говорят, что вот мы чехи, скажите мы хотим мне простыми словами, в чем была национальная идея? Простыми. Я не понимаю. У чехов? Да, ну пусть у кого угодно. У чехов она... Давайте у словенцев. Просто они были маленькие, их было около 1 миллиона, и их жестко германизировали австрийцы. Да? То есть не было школ на славянском языке, они не могли писать на своем языке, потому что было запрещено, их газеты запрещали. Я
услышал. То есть национальной идеей у них было сохранить свой язык, свой язык, свою культуру, остаться. То есть я хочу остаться словенцем, я не хочу становиться австрийцем. Все, у меня нет ни одного слова противоречия. Сохранить, я про культуру говорю. Национальная идея выражается в культуре, искусстве, спорте. Вот. И тогда вот... Если... Нету ни одного слова возражения. Вот. И вот тогда как раз вот к вопросу об этом космической перспективе. Да, получается, в общем, вот где-то здесь должны быть какие-то то ли медиа, то ли какая-то вкладка на вот гаджетах на белорусском языке. Вот ты глобальный, но у тебя какая-то вот своя вкладочка есть, и она тебя объединяет с другими каким-то общностью белорусов. И это, в общем-то, сообщает тебе какую-то такую теплоту. Ты не один в этом мире, да, вот. Так, а в чем тут? То есть, вся национальная идея у нас на самом деле сошлась до того, что пускай будет вкладка на нашем языке. Согласитесь, мелковато для национальной идеи. Слушайте, если вы живете... И тем больше вкладка-то есть. Кто вам сейчас... Вот сейчас вы откроете телефон, наберите Википедию, вы только что сказали. Там вам будет и история, и вкладка, и язык, и прочее. Вопрос же в другом. Не в том, что они есть там. А вопрос в том, залезли вы туда или нет. Я залез. Я в данном случае не про вас, честь и хвала, что называется. Речь идет о том, что национальная идея, она в голове, а не в Википедии. Не вкладка в компьютере, не то, что мы здесь... Вот сейчас мы втроем скажем, мы такие, мы за это, пойдемте поставим памятник. Вопрос, растет ли туда народная тропа. Вот мы про это зараз і кажемо, що спочатку прогучала, нібито пригожая такая, як нацыянальная ідэя. Нацыянальная, не нацыянальная, пригожая ідэя бачання будучыні для жыхароў вот гэтай зямлі сучаснай Беларусі, якія, як сказаў Хаданович, кажа, моя нацыянальная ідэя гэта Беларусь без межаў, бязмежная Беларусь, то есть на ўвесь сусвет. Вот, в принципе, гэта тое. Вот красивая литературная фраза. То есть, вот як тут, вот, сёння захацеў ты там в Брюсселе, заўтра захацеў ты там у калоніі на Марсе, паслязаўтра яшчэ што-нибудь, але да гэтага мы і так ідзем. Без розных там ідэй. Паступова, там, всё, вот там уже там і роботы, і Тесла, і гэтак далей. А вот тое, пра што ты сказаў, вот это вот некая там маркер вот гэты ідэнтычнасці тваёй, беларускасці тваёй. Вот як яго пакінуць, при тым, что мы вот и так идем туды, в этот космос, необчажные дали. Смотрите, почему я так с таким, как пытаюсь опустошить это понятие национальной идеи, потому что мне кажется, что любые фразы, связанные с национальной идеей, вот еще патриотизм, одно из моих нелюбимых слов вообще, потому что за этими понятиями, которые пытаются привнести, национальная идея, патриотизм и прочее, на самом деле это пустышка, которая как раз-таки реально не дает заниматься делом, вот связанным с национальной идеей и с патриотизмом. Потому что, как говорят русские, кстати, мне очень нравится, кто из великих сказал, как кто вспоминает патриотизм, и в данном случае я скажу национальную идею, значит, где-то что-то своровали. Щедрин, скорее всего. Да, кто-то из великих. Но смысл-то вы понимаете. Почему мне не нравится? А давайте мы разработаем нашу национальную идею. Погодите, национальная идея быть счастливым. Это национальная идея любого человека в любой стране. Не сказал бы. То есть, вот, гляди, что зараз прогучало. Он сказал, что вот той, хто пачынае там гаварыць пра нацыянальную ідэю, ён фактычна перашкаджае займацца справай і нацыянальнай ідэі тым, хто гэтым займаецца. То есть вот мы зараз перашкаджаем Максимкаву займацца нацыянальнай ідэяй сваімі размовамі пра нацыянальную ідэю. Окей, хорошо, я... Неправильно, мы же не убеждаем его в чем-то, мы спрашиваем, мы сами интересуемся. Нет, тут дело такое, у меня есть в этом смысле очень хороший всегда аргумент, вот опять же, я по национальности русский, и я не изучал белорусский язык, при этом я его понимаю, уважаю и даже немного говорю, в отличие от огромного количества моих друзей-белорусов, которые даже так, как я, не говорят по-белорусски. Кто из нас за национальную идею? Пока не знаю. Я в своей жизни сделал на нашем этом несчастном телевидении сделал 2 знаковые программы, которые шли на белорусском языке. Я русский по национальности, за которые получили по шапкам 1 000 000 раз. «Подороже дилетанта». Это я придумал программу, она шла много лет, и она была о Беларуси на белорусском языке. Я русский по национальности. Мы делали программу «Все нормально, мама», которая на 80% выходила на белорусском языке. Это наше было принципиальное решение. Я русский по национальности. Лариса Грибалева русская по национальности. Кто занимается национальной идеей? А тут мне навстречу выходят люди. А ну-ка, что? Дайте-ка, надо же пора заниматься национальной идеей. Так давайте заниматься национальной идеей вот здесь.
а не рассказывать, а сейчас, вот знаете, национальная идея, вот это. Что это? Буси летящие? Мы ж згодны, давайте займацца нацыянальнай ідэяй вось тут, але мы вот как бы просим твоей допомоги сформулировать, вот якой национальной идеей? Я же поэтому и говорю, национальная идея – это быть счастливым, национальная идея – это выстраивать свой маленький мирок. Ты и твоя семья. Вот если у тебя и в твоей семье будут говорить по-белорусски, тогда и страна заговорит по-белорусски. А если мы будем ходить и всех кругом убеждать, надо сохранить этот наш же бедный язык, давайте уже все соберемся и как-нибудь. Все это никто, где-нибудь соберемся и как-нибудь это сохраним. Это русская советская народная песня. Если кто такой и где у нас порой, вот такая вот. Вот национальная идея превращается, что кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь что-нибудь для этого сделает. Значит, из того, что вы сказали, я сформулирую ваше видение национальной идеи. Какие интересные. Значит, сохранение языка, сохранение культуры, сохранение какой-то истории, того, что, вот это примерно вот как у нас же есть у всех семейная история, да? Там я знаю имя своего деда, я знаю имя прадеда, я знаю прапрадеда, я знаю, откуда мы прибыли, где могилы там моих русских дедов, где могилы моих украинских дедов. Я это все знаю, я все это ведаю, да? И в общем это как бы для меня важно, потому что это как бы такая часть меня. Когда мне нужно понять себя, да, я еще спрашиваю, а как дед поступал там, да? Потому что примерно одинаковые мозги, только в разных ситуациях. То же самое в отношении нации, да? Вот нужно знать свою историю для того, чтобы лучше себя понимать, да? Вот как ты устроен, твои эмоции, твои мысли. И это нужно сохранить. Если мы теряем эти данные, эти big data, да, в общем, как бы мы становимся слабее, нам тяжелее будет существовать. В какой-то степени, да. Я себе так и говорил. Киты, история, да, я не говорил история, но она у нее попадала туда. Традиция, культура. Язык попадает у меня в культуру просто, я его не выделяю отдельно. Традиция, культура, искусство и спорт, потому что это на сегодняшний день самая яркая возможность проявлять свои чувства к собственной собственно, стране. Это и есть национализм. Просто в чем проблема? В том, что это все, как боятся некоторые, исчезает у нас на глазах, да, и человек, который... Тут я просто в России могу судить. Там, допустим, есть такая цифра, за последние 10 лет татар, и вообще тюркоязычных россиян в России стало на 1 миллион человек меньше. Это не потому, что они вымерли. Да, с рождаемостью у них, дай бог. Вот, просто они теперь продолжают... Ассимилируют. Да, они говорят, нет, не просто ассимилируются, они забывают язык, и это прям они трудятся на том, чтобы забыть язык. Это раз. А во-вторых, они меняют фамилии, и они начинают говорить себе, что я русский. Да, и это очень странный человек. Когда человека зовут Ахмед Махмудович Бекбулатов, и он говорит, что он русский, и он пытается имитировать Толстой, Достоевский, хотя это абсолютно не его. Его эмоциональность совершенно по-другому прорисована. Поглощение. Вот. И то же самое, как происходит в Беларуси, здесь по-разному. Люди то литовцами становятся, то поляками становятся, то вычищаются. Я понимаю, но это отражение, объективное отражение современного состояния дел, в том числе и политические, общественные и все такое. Потом мы же не будем углубляться, наверное, но есть же понятие пассионарность, есть понятие любая нация, в том числе, как и любой организм, она же имеет периоды рассвета, заката, некоторые исчезли в веках. Это, к сожалению, объективно. И я не уверен, что на сегодняшний день, скажем, нация или национальность, я не знаю, я не силен в терминах, правда, но белорусы на сегодняшний день это на подъеме, стабильная или угасающая кривая. Я не знаю. Это надо, конечно, разговаривать с философами и учеными. Социологами, учеными, философами, обществоведами и так далее. Но это в том числе, говоря о национальной условной идее, сохранение этой своей идентичности, нужно это учитывать. Объективные вещи надо учитывать, потому что нельзя плыть против течения, надо хотя бы поперек тогда. Вот об этом речь идет. Почему у нас не получается, это мое мнение тоже, не получается, потому что в большинстве своем эти попытки, они, не подготовлены, они крайне агрессивны. В ситуации, когда неравновесная, то есть такая равновесная, татары начинают говорить, как вы сказали, пример, да вы знаете, мы лучше русские. Да. Вот в этой ситуации любая не хирургически выверенная операция, агрессивная, она только ухудшает всю историю. Опять же, я не буду обобщать, я не социолог. И у меня очень широкий круг знакомств, в том числе дружу и с ярко выраженными националистами. Ярко выраженными.
Я не могу сказать им в лоб, потому что слишком агрессивно это будет восприниматься. Но то, как они занимаются продвижениями национальной идеи, это исключительно вред приносит, по моим меркам. Потому что эти вещи должны делаться крайне аккуратно, крайне деликатно. Сохранение языка должно быть деликатным. Насаждение вызывает отторжение и еще больше его принижение. Ну, в частности, если о языке идет речь. Опять, я не очень люблю выделять язык, потому что язык – это часть культуры. Отдельно латынь сохранили, а культуру нет, грубо говоря. Так можно сохранить язык, так сказать, на вкладке в Википедии, но он будет мертвым. В данном случае речь идет вот именно об этом. Почему я опять не люблю слово «национальная идея» вызывает у многих людей просто сразу такое «Что? Что? Вот как-то вот мне... И именно поэтому я тоже говорю, слушайте, не придумывайте вот эту жупел национальной идеи. Культура понятна, музыка понятна. Давайте музыкой, там, культурой. Язык белорусский понятен в песне, в хорошей песне. Он не будет понятен, если будут говорить, если ты сейчас, завтра мне не будешь говорить, то мы тебя... Это будет непонятно. То есть, вот почему я все время свожу культуре и спорт. Культура, спорт, спорт, культура. История тоже... Такой предмет вы сами знаете, крайне тонкий, хирургический, потому что историю пишут победители, и реальная история на сегодняшний день знает несколько человек. Нет, вот если говорить об истории как о постоянной круговерти сражений и войн, да, там, то мы насильники, то они насильники, то мы же... Все в разное время были насильниками. То, в общем, это чревато. Вот. А если говорить об экономической истории... Да, там, лучше, вот это гораздо мягче, легче. Ну, опять же, культурная история мне еще очень нравится. Ну, вот экономические стосунки, это было бы вообще здорово. Там, ну, не знаю, там, обмен овцами там, между овцеводами Литвы и Беларуси. Ну, может быть, кстати, да. Вот я в этом контексте об истории не думал, ну да, думаю, что да. Ну, просто есть еще вариант по-другому смотреть на то, что было, да, не про то, как мы друг у друга что-то отнимали, а про то, как мы с большим трудом, проникаясь взаимным доверием, начинали торговать. Вот история торговли, вот просто я сейчас немного сменил книжную диету, читаю про историю торговли, и это просто вот пастила со сливками, потому что там все толстые, все стремятся к выгоде взаимной, все как-то там что-то делают, и никто никого не бьет. Вы натолкнули, правда, сейчас на любопытную, опять же, для меня мысль. Только сегодня я вступал в какую-то дискуссию по поводу тоже перевирания исторических данных. В большинстве случаев история сейчас преподносится, исходя из, большинства предпочтений, скажем. Все любят рассказывать, как они доблестно воевали. В основном. Да. Обратите внимание, что там это, а потом мы взяли, пошли и всем наваляли. Потом немножко, а потом мы пошли, а потом нас завоевали, но потом мы опять им пошли наваляли. Я утрирую, но по сути обычно рассказывают так, о своей доблести исключительно, сколько мы захватили, сколько мы там народу порубали, сколько мы там... Вот это вот. И девок там. Да, и получается, что тут вопрос смещения, ценности внутри. К сожалению, история человечества до недавнего времени – это история войн. Я не помню тоже, сколько там, 100 лет всего-то за все время не было войн. Все время воевали. И вот это... Понимаете, все время воевали, но при этом все время пахали, все время что-то производили. И все время торговали. Опять же, вы совершенно верно сказали. Я почему говорю? Если сместить акценты вот эти вот ценностные, и если объяснять всем, что война сама по себе, в принципе, это плохо, война – это преступление, даже если она освободительная, даже если она там справедливая, это все равно преступление, потому что это убийство. Поэтому давайте, войны это все плохо, давайте рассказывать о торговле, давайте рассказывать о культуре, давайте рассказывать о фестивалях, давайте рассказывать о том, из Мексики приехал, когда они понимали, что уничтожать людей плохо, а лучше пусть они работают, они говорили, слушайте, давайте не будем воевать, а сыграем, у них-то игра в мяч была. Да. Сходились такие два племени и говорили, не, убивать не будем. Давайте, вы команду, мы команду. Кто проиграет, тот в рабстве. Договорились. Матч, шарах. Это правда. Представляете, в какие времена это было? Они уже тогда понимали, что уничтожать – это не очень правильно. Но они мыслили, кстати, категорией экономическими. Зачем уничтожать рабочую силу? Да, если она может работать. Да, но это все равно захватническая идеология. Но смысл именно такой. Нельзя рассказывать о своей истории доблестной с точки зрения, как мы воевали. Это плохо.
Ну, я думаю, в военкомате товарищ военком рад такой истории. А вот, я думаю, люди из экономического факультета... Все властимущие рады такой истории. Да, а вот люди из экономического факультета, это как бы вот сильно, наверное, удручает, потому что... Значит, надо во власть людей из экономического факультета. Да, вся власть экономистам. Тым не менш, мне вот все-таки вельмі спадабалася гэта пакуль, назовем, я далей працягну свою думку, такая нацыянальная ідэя ад вот Володі, як захаванне унутры сябе вот этого вот маркера тваёй беларускасці, а гэты маркер уключае ў сябе і культуру, там, мову, музыку, спорт, традыцыі і гэтак далей. Ты мне вот калі казаць пра нацыянальную ідэю, вот тут шмат вот Володя супраціўляўся, вот каб вот нацыянальная прысутнічала, і вот расказваў пра тое, як ён рускі, сколько ўсяго зрабіў. Я вот прыгадаў, шкода, што паралель з вайной, тым не менш, вот у мяне шмат сяброў, якія ўжо паспелі паваяваць за Украіну, украінцаў. І яны мне казалі, разумееш, там у акопах неважно, на якой мове ты воюешь за Украину. Абсолютно верно. По-руску, типа, украинску ты говоришь, главное, что ты стреляешь правильно, у правильном накірунку. Так и тут, как бы, на вот гэтую идею захавання беларускага маркера, неважно, хто працуе. А вот я беларус по национальности, Володя русский по национальности, главное, что он робіць гэта вот для своего. И может, сапраўды, вот как бы... А знаете, я сейчас тоже понял, это ведь первый шаг, на самом деле, это просто хорошее образование. Хорошее образование, хорошее воспитание. Если мы это сумеем в стране насадить, оно, все остальное само по себе придет. Почему я это делаю, я только сейчас понял. Вот я не потому, что ведь это делаю, что я там ярый националист. Я это делаю, исходя из того, что я в этой стране живу, я ее уважаю. Я ее уважаю. Я русский, но я живу здесь. Поэтому я поддерживаю язык, поэтому я поддерживаю культуру, поэтому я готов поддерживать там белорусскую музыку и так далее. Это мое уважительное отношение. Ну, потому что меня так вырастили. Если вот так выращивать людей, хоть я и космополит, если я буду жить, условно говоря, в Исландии, скорее всего, начну поддерживать язык в Исландии там, и культуру Исландии. Независимо от национальности. Это мое отношение к, вот, как говорить, к общности, в которой я существую. То есть, атрымліваецца, калі вот взять нашу грамадства, якое жыве на тэрыторыі Беларусі, і лічыць, што вот, ну, вот мы гаворым зараз пра гэтую нацыю, прычым гэтая нацыя ўключае сябе як і беларусаў, так і рускіх, і палякаў. Многанацыянальная. Да, просто вот нацыя, вот гэта шматнацыянальная нацыя. Да? То вот нацыянальная ідэя гэтай вот шматнацыянальнай беларускай нацыі можа быць вот как бы наданне доброй адукации, якое... Вот... Шикарная идея национальная. Шикарная. Хорошее образование и хорошее воспитание – национальная идея. Я подписываюсь. Качественное. Со знаком качества. Все ж таки мы напрыканцы размовы упэўнілі цябе, что вот такое... Тема для размовы, как национальная идея, мае право на жыццё. Нет, мы, видите, мы сходимся все равно, каждый со своей позиции, но у нас есть общая точка соприкосновения. У меня все равно хорошее образование и хорошее воспитание не имеет национальности все равно. Вот в чем дело. Но, имея хорошее воспитание и хорошее образование, вы будете с уважением относиться к национальности. И это все вот как бы вырутые и... зараз і беларускую мову, тое ж самае, якая зараз все ж таки ў занядбаным даволі стане знаходзіцца. Это элемент культуры. У нас ведь не только мова. У нас на самом деле вся культура, в общем, мягко говоря, ни шатка, ни валкая. И на сегодняшний день, на мой взгляд, и опять по моему окружению, белорусская культура существует исключительно потому, что есть энтузиасты. Это не системная работа. Все, что вот это, вся эта национальная идея, которая на уровне государства происходит, это чистый лубок. К культуре имеет отношение весьма себе далекое. Хотя хоть так пускай. Но энтузиасты и, кстати говоря, в большинстве своем образованные люди, сподвижники, так это, кажется, называется, вот на них сейчас это держится. А этого мало. Володя, вот ты не думаешь, вот ты поглядзі, все ж таки, я узгадал вот эту Украину, войну, мы шмат ведаем вот... что адбываецца ў свеце, а вот тое, што мы зараз прапаноўваем, гэта мы прапаноўваем як нацыянальную ідэю вот вырасціць такіх прыемных, прыгожых, адукаваных, разумных, але батанікаў, якія калі што, вот ці змогуць яны абараніць вот гэтую сваю тэрыторыю, гэтую сваю зямлю. Як Адам Глобус сказаў адной з нашых праграм, нацыянальнай ідэі павінна быць два словы: барані сваё.
Ну, прямо сложнейшая тема. И, мне кажется, вообще, хотите, давайте отдельную дискуссию. Она действительно, она интересная. Насколько и кто будет защищать, так сказать, Родину. Потому что у меня тоже двойственное отношение. И мало того, что космополит, я еще и пацифист. И если начнется война, я первый дезертир. Я не боюсь этого говорить. Потому что, ну, то есть, в моей системе ценностей убийство человека, оно... вообще самое последнее. Это не зависит, кстати говоря, опять же, от мотивов. Ну, да, в первую очередь это самозащита, а потом, может быть, все остальное. Но даже не об этом речь. Это мы возвращаемся к тому, что говорят про патриотизм. А давайте, мы же должны тут защищать, все мы патриоты, нашу Родину. Я начинаю с сомнением относиться. А что, кто-то захватывает, кого-то собирается? Ну, имеется в виду вообще теоретическая возможность. Да. Ну, хорошо, 4 годы тому никто не думал, что и в Украине такое будет, нехто придет там захопливать, не захопливать. Но объективности ради, вот я не знаю, что будет, не дай бог, но объективности ради это все-таки это локальный конфликт. Ну, я им не имею в виду. Нету пока войны страны на страну, и нет пока захвата страной страны. И я очень надеюсь, что человечество не допустит этого. Это локальный конфликт. Это все безобразие, конечно, страшнейшее, и преступление тоже. Но просто это отдельная тема и история. И как всякий локальный конфликт, власть имущие с любой стороны это используют исключительно в своих интересах, к сожалению. Так, если человечество этого не допустит, то здесь должны стоять ООНовские голубые миротворцы. Нет, не совсем так. Мне кажется, что вот вы совершенно верно сказали, им не хочется в это верить. Человечество переходит на уровень сдерживания методами экономическими, а не военными. Это становится более эффективным на сегодняшний день. Ну, то есть, вы пацифист, и вы... Ну, это, в принципе, разумная позиция, что как только появляется возможность не убивать, были времена, когда ты не мог не убивать. Совершенно верно. Да. Сейчас, слава богу, там, ну, или слава науке, у нас есть возможность, или слава прогрессу, у нас есть возможность оказаться в ситуации, когда, в общем, ты сохраняешь все, что у тебя есть, при этом у тебя руки не в крови. Ну, в общем, и если можно этого добиться... Я хочу в это верить, разумеется, хотя, опять же, отдельная тема. Приятно говорить с умными людьми. В смысле, недавно читал, что почти доказанный факт, что еще одна большая война неизбежна, к сожалению, но будем надеяться, что вдруг мы вырулим. Тым не менш, вот на чым мы у выніку спыніліся, што мы імкнемся у светлую будучыню касмічную, і дзесьці некалі будзе калонія беларуская на Марсе со стягом там бел-чырвона-белым. Человеческая будет колония. Не белорусская? Нет. Ну, скорее всего, это объединенная будет. Планетарная. От нашей Земли. Слушайте, завоевание космоса не под силу ни одной отдельно взятой стране. Человечество будет объединяться в этом направлении. Зразумела. То есть, вот там в экспедиции мы будем усе разом, а вот там будет несколько флажков, там вполне может оказаться и белорусский. Какие? Ну, это пожарная команда будет белорусская. Не, если субъективно, мне больше нравится бело-красно-белый по совершенно эстетическим соображениям. Мне больше нравится герб погоня по эстетическим соображениям. А с точки зрения исторической справедливости, ну, это не в моих силах. Зразумела. Ну, тым не менш, нягледзячы на тое, як мы там разам з кімсьці ці самі па сабе зможам захапіць, ну, тым больш, калі ў нас нацыянальная ідэя, найлепшая адукацыя, найлепшае выхаванне, то чаму не можа быць там китайская колония? Кто-то и сейчас из великих сказал, национальной идеей должно быть увеличение количества нобелевских лауреатов. О, кстати, хороший. Великолепно. Ну, я тоже подписываю. Вот это прекрасно. Только не за счет подкупа комиссии. Ну, разумеется, да. Ну, в данном случае речь идет, естественно, это все равно, это не в буквальном смысле, но фраза сама по себе, она, посыл-то красивый. Количество нобелевских лауреатов под задачей. Во всех галинах. Во всех. Нобелевский лауреат в каждый район. Да. И в каждой области жизнедеятельности человека. Пожадана по некалькі. Вось на гэтай духоўна-выхаваўча-адукацыйнай ноце мы и завершим. Такая вось национальная идея от Владимира Максимкова. Даешь добрую, найлепшую адукацию и выхаванне. И захаванне беларускага маркера у душы с мовай, культурай, традыцыямі, гістарычнай памяццю. Дзякуй вялікі. Максим Гаруноў, Владимир Максимков, Зміцер Лукашук, Ідэя Х. Слухайте нас. Ідэя Х на Еврорадио.